грантов. Хади Добриева, Ильяс Досхоев, Юсуп Ханиев, Новости 24. Председатель движения «Зеленая Россия» Константин Курченков приехал на открытие Ингушского леса Победы. Именно он автор проекта по озеленению всей страны. Напомню, ко Дню Великой Победы 27 миллионов деревьев посадят по всей России. Подробнее из Малгобека наш корреспондент Зарема Ивлоева. Совсем недавно на этом месте был обычный пустырь, а теперь эта земля – часть истории. Несколько тысяч посаженных здесь сегодня деревьев будут не просто напоминанием о тех, чьи жизни унесла война, но и обещанием помнить их поименно. Вы готовы создавать историю своими руками? Увековечить память наших отцов и дедов? Вот наше будущее, вот наше поколение. Лес Победы сегодня объединил свыше 10 миллионов людей. По всей России передается эстафета памяти, эстафета жизни, эстафета исторической правды. От ветеранов к нашим детям. Вот она связь поколений. Патриотизм, чувство неврожденное, его нужно прививать. Как прививать? От наших отцов и дедов. Поэтому не случайно, что главными гостями акции «Лес Победы» стали ингушские ветераны. Фронтовики приняли участие в посадке деревьев, которые будут носить имена их боевых товарищей, павших на той войне. Признание этой великой победой, как есть великой, передаете потомству через Лес Победы. В самом центре сквера теперь будет красоваться липа, посаженная самим главой республики. Но посадить саженцы еще полдела. Чтобы через несколько лет они превратились в настоящий Лес Победы, за ним нужен уход, который обеспечит ингушский отряд зеленых пионеров, первым в ряды которых был посвящен глава республики. А после высадки деревьев Юнусбек Евкуров вместе с гостями торжественно открыли неподалеку от будущего Леса Победы особый мемориальный камень. Мы посадили вот этот великолепный лес, и как организаторы этой акции говорят, мы по этой акции, наверное, в лидерах в стране. Почему? Потому что мы не просто деревья сажаем, а это логотип сверху, читаемый «Лес Победой». И в этом месте, где мы только что открыли каменную плиту, там у нас будет на 75-летие Победы установлен памятник воинам, защитникам славного города воинской славы, города Малгобек. В завершении праздника его участники, ветераны и дети запустили в небо воздушные шары, как знак добра и радости. Прости, мужчин, в памяти о моем дедушке. Зарема Ивлоева, Ильяс Досхоев, Новости 24.